я Ильхамджон Якубов, представляю Таджикский центр по правам человека. Таджикистан уже многие годы является государством, где грубо нарушаются права человека. А пытки стали повседневной практикой в следственных изоляторах и исправительных учреждениях. Сегодня в Таджикистане царит атмосфера страха, насилия и террора. Ситуация напоминает сталинский период советской истории, когда малейшая критика или несогласие с политикой действующего режима приводит к арестам, жестоким пыткам и длительным, а порой пожизненным тюремным заключениям. Страна уже давно превратилась в диктатуру, где правящая власть с помощью массовых арестов и заключений стремится вселить страх в сердцах граждан, вынуждая их полностью подчиняться авторитарному правителю. Мы хотим привлечь ваше внимание к проблеме политических заключенных и систематических пыток, которым они подвергаются в следственных изоляторах и тюрьмах Таджикистана. Правительство Таджикистана по сфабрикованным обвинениям лишило свободы более 1000 граждан, многие из которых получили большие тюремные сроки лишь за то, что их взгляды не совпадают с позицией действующего режима. Эти люди годами подвергаются жестоким пыткам. Многие из них страдают от тяжелых заболеваний, таких как гипертония, болезни сердца и диабет, требующих немедленного медицинского вмешательства. Однако власти в стране игнорируют их состояние. 27 июля 2024 года в тюрьме скончался Мухаммад Али Файз Мухаммад, один из лидеров оппозиции, сыгравший важную роль в установлении мира в Таджикистане. Его смерть в возрасте 65 лет была неестественной, а стала результатом халатного отношения и преступного безразличия со стороны администрации колонии. Ранее десятки политзаключенных, оппозиционеров и общественных деятелей на примере Бобоев Абдусатор, Джазлуддин Махмуд, Раджабали Адинаев погибли в тюрьмах Таджикистана из-за пыток. Только в 2022 года по разным причинам, в том числе от болезней, скончался 61 заключенных. Мы призываем вас предпринять следующие действия. Потребовать от правительства Таджикистана немедленного выполнения всех международных обязательств, которые оно на себя взяло без каких-либо условий. Второе. Рекомендуем запускать московский ОБСЕ в Таджикистане. Спасибо.